Так, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Лейли машалхул. Сохази. Гуай. Ва алейкум салам. Понял. Дидигду. Все. Без паники. Там. Понял. Так, кинц. Амел диду квада мола. Ва алейкум салам. Дагестану. Так. Понял. Я сейчас минутку подожду. Ва алейкум салам ва рахматуллах. Ва алейкум салам ва рахматуллах. Ва алейкум ассалам. Спасибо, Мухаммад. Ва алейкум салам. Массага. Ва алейкум салам всем. Так, у меня первый вопрос появился. Ва алейкум салам. У меня кое-какие планы еще есть. Я кое-кому еще обещал кое-что рассказать. Ну вот, я сначала отвечу на вопрос. Анзор Авдарханов Лецан Дийца Хихума Дисариха. То есть расскажи еще про что-нибудь еще про Авдарханова, Ахмада Авдарханова. Осталось ли еще что-то там добавить, досказать? О нем я могу говорить много. Я сейчас недавно сделал передачу о нем. Так сжато, конечно, получилось. Но это чтобы и сохранить ваше время зрителей. Но, иншаллах, в будущем я, конечно же, буду о нем рассказывать. Мы были близко знакомы, очень хорошо знакомы. Вот. Иншаллах, я о нем буду рассказывать. И потом я вернусь сейчас. Я отключусь тут чуть-чуть. Ва алейкум салам, брат. Джабраэл Килля. Извини, что так поздно присоединился, брат. Расскажи о Асламбеке Версаеве. Так, ва алейкум салам, брат. Ну, как он был приближенным моего отца, то есть президента Чеченской республики Ичкерия, и со времен Первой войны были вместе, воевали против российских оккупантов. Ну, насколько я знаю, во время Второй войны ему пришлось отойти в связи со здоровьем. Вот. И я слежу за ним, то есть я видел передачи о нем. Ну, есть вещи, которые мне нравятся, о чем он говорит. Ну, это люди, которые действительно хорошо воевали и дали жесткий отпор российским оккупантам. Вот. Это наши герои, так я скажу. Анзорино, безумный Ахмад Цабор Схила, да, безумный, действительно безумный был. Герой. Вот. Он умел воевать и воевал.
хорошо и показывал мужество в бою. Есть много таких случаев, и люди это помнят, люди знают. Даже эти халуи, как я в этой передаче говорил, боялись, извиняюсь, боялись произносить его имя. Вот до чего он доводил их. Аминь, аминь, брат. Всем мусульманам здоровья и процветания. Аминь. Ломайр Дадаев, Омар Ханбиев, он тоже понял, как ты думаешь. Насчет Умара тоже есть много чего рассказать. Этот человек спас многие жизни, и жизни российских офицеров, солдат, военнопленных, конечно же, чеченцев тоже, соответственно, потому что врач есть врач, ну, он многих оперировал. И также оперировал Басаева, он же, Умар Ханбиев, выходил из Грозного, вот буквально я видео выставлял про прорыв из Грозного, он тоже был среди них. Он после этого, когда мы вместе с ним работали, это были 2003, 2004, 2005 года, вот, он много чего рассказал, он делал жесткие заявления против российской оккупационной власти. Также есть его работы, я читал его книги, где он четко, конкретно критикует российскую власть и критиковал их халуев, называл их своими именами, и такая книга существует. Ну, многие, конечно, как-то пытаются высказаться негативно в адрес этого человека, его сейчас нету живых, да помилует его Аллах. Но этот человек действительно был преданным президенту, моему отцу, Аслану Масхаду, а также Абдулхалиму Садулаеву. Вот как я могу отозваться о нем. Умар Саид, ассаламу алейкум. Валикум салам, брат. Пожалуйста, расскажи в двух словах, кто такой Тумсо Абдурахманов, блогер. Ну, знаешь, брат, я его лично не знаю. Я общался с ним, и давать оценки вот так я не могу, но мне нравится то, что его деятельность. Да, конечно, я где-то могу не согласиться, мог бы рассказать что-то в другом формате, как-то по-другому, или добавить. То есть я согласен и согласен, и не согласен тоже. Но в основном мне работа, его деятельность нравится. Он жестко критикует, вот, но еще было бы, конечно, хорошо акцентировать всю работу на том, что главный виновник это Кремль. Вот. Все беды не только у нас на чеченской земле, но и на всем Кавказе исходят от Кремля, там не зацикливаются на каких-то там, я не могу сейчас слово подобрать, халуях. Вот. Ну, это как бы и совет тоже Тумсо. Но, как я сказал, мне его деятельность нравится, да. Сейчас. Он был брат Мухаммада Ханбиева, да, он был родной брат, старший брат Магомеда Ханбиева, да. Секунду.
Умар Саид, да, вот я говорю, я лично так не знаком с ним, то есть не видел никогда его, а так было общение, и будь это Тумсо, будь это другой человек, который стоит на правильном пути, знает, уважает историю своего народа, и сегодня что-то делает против этих оккупантов словом или там не словом, делом, то я для такого и друг, и брат, и помощник таким людям. Саид Саидов, валейкум салам. Мы тоже со Страсбургом, иншаллах. Извиняюсь. Так, и как я обещал, я люблю сдерживать свое слово. Я вот, наверное, как-то сейчас жестко выскажусь. Тут буквально недавно ко мне заходили, что-то пытались там писать, но имеется в виду, я про этих троллей. Вот что я хотел бы сказать этим троллям, которые заходят, пишут что-то, пытаются что-то сказать. Ну, это понятно, чего они добиваются. Вам что, нечем заняться? Вот. Угомонитесь. Угомонитесь. Ваше место в том инкубаторе, откуда вы вышли. Вот. Сидите в своем инкубаторе. Валейкум салам. Так, Рамзан Дудаев. Валейкум салам. Тумсо не будет говорить против России, у него другие задачи. Так, задачи Тумсо перед всеми людьми и в России, и в мире. Ну, я сейчас не про Тумсо скажу. Про него я уже сказал. Ну, ты просто написал внутричеченский, вот это слово. Сколько власть Ельцина и власть Путина пытались и почти, так скажем, добились внутричеченской борьбы. Они просто мечтали, годами мечтали, чтобы мы, чтобы это была не проблема и война была не российско-чеченская там, а внутричеченская, то есть как в формате гражданской войны. Вот чего они добивались. И сегодня, я еще раз говорю, все проблемы не то, что на чеченской земле, но и на всем Северном Кавказе, и вообще на Кавказе исходят от Кремля. Вот. Нам это надо знать и не забывать. Хамзат Хамзатов, валейкум салам, Аллах ларваль хавамасуч, амин массобусоб так ларваль. Как ты думаешь, считают ли себя предателями бывшие муджахиды? Ну, те, которые перешли на ту сторону. Я знаю много случаев, даже поименно знаю, которых вот, ну, у них есть такая система, чтобы повязать этого человека настолько, что он не сможет отойти. У них это российская система целая. И по-любому они как бы в плену этой системы. Но я уверен на 100%, что эти люди и бывшие муджахиды, которые были вместе с нами когда-то, которые перешли на ту сторону, в душе они знают, что они на правильном пути, что и даже помогают российским оккупантам. Вот. Они все это знают, но отойти уже не могут. Этих людей уже
повязали кровью, вот поэтому. Имперец, разве у Чечни были шансы победить в войне с Россией? Ну а кто у нас спрашивал, когда они начинали войну? У нас этого не спрашивали. То есть нам эту войну навязали. Так, Муслим, сам я помню, как Аслан еще в президентском бункере, отражая штурм за штурмом, обращался к народу, очень зацепила его речь еще тогда. Мне смешно бывает, когда твоего отца обвиняют в нерешительности, ну, а кто это делает? Вот. Кто это делает? Мувахид Нахчу, валикум салам. Как ты думаешь, это Путин убил Ахмата или все-таки другие военные без ведома Путина? Ну, я скажу, что примерно, насколько у меня есть информация, да, Кадырова убили русские. Ни один чеченец в этом не замешан, и не чеченец убивал Кадырова. Для меня нет разницы, убил Путин или там военные убили, для меня это одно и то же. Но больше всего я считаю, что да, военные, российские военные. Рамзан Дудаев, Анзор, ты очень деликатен и взвешен в своих оценках в отношении многих людей. Это, с одной стороны, и хорошо, но не в нашем случае. Мы сегодня должны ясно и четко озвучивать свою позицию. Рамзан, я не согласен с тобой. Есть много моментов, есть много ошибок, которые мы можем затрагивать и говорить, но я это публично говорить не собираюсь. Знаешь почему, Рамзан? Потому что это на руку тем, которые принесли войну чеченцам, и те, которые работают на них. Вот им это выгодно, поэтому я не буду делать то, что им выгодно. Иншаллах. Сейчас. Алыш Масовой. Анзор Рено, да, мне тоже нравится наш флаг. Очень. И он со мной всегда. Я знаю цену этому флагу. Жид, Медведь, здравствуйте, Анзор, здравствуйте. Кто еще из ваших родных, кроме Аслана, естественно, погиб в этой войне? У меня многие погибли, как и у других чеченцев.
каждого чеченца коснулась эта война. Вот. Ну, скажем, дядя мой, двоюродные братья. Вот. Много погибло, много. The Black Wolf, валейкум салам. Что можешь сказать насчет Арби? Ты, скорее всего, про Бараева, да? Хоть говорят, что он был против Аслана, думая, что он за Россию. И даже если был против, он мог быть против только из-за провокации. Но да, вот этим службам, некоторым людям удалось, скажем так, зомбировать, да, внушить такую мысль, что Масхадов там делает все, что на руку России, ну и так далее, и тому подобное. Ну, было такое, происходило. Потом, альхамдулилlah, когда началась война, все они собрались, и я не буду называть имена всех, то они решили эти проблемы и поняли, что это все делал враг извне, чтобы разделить нас, чеченцев, на разные лагеря, а потом добить. Вот. И Арби Бараев и другие наши братья, они все погибли, воюя против российских оккупантов. И Аллах решит, и Аллах будет судить. Поэтому сейчас что-то о них говорить я тоже не хочу. Тот самый Анзор, так, я поздно подключился, когда про Тумсо говорил, ты его не поддерживаешь или я неправильно понял? Нет, я его поддерживаю. Ну, может быть, в некоторых моментах где-то я могу не согласиться, вот что я сказал. Ну, да, повторился. У меня сейчас все это быстро идет. Валейкум салам. Паша Али Мирзаев. Зачем убили Аслана, если он не нападал ни на кого, не давал таких приказов и распоряжений? В первую очередь они убили его для того, потому что он был властью, легитимной властью. Вот. И русские думали, то есть Россия думала, что убив Масхадова, все завершится, то есть будет уничтожена легитимность, уничтожена Ичкерия, вот чего они добивались. И они убили его самым подлым образом, и в такое время, когда Аслан Масхадов, наш президент, остановил войну в одностороннем порядке и призвал Кремль к миру. В этот момент они убивают нашего президента. Вот когда это произошло. И Путину, конечно, было невыгодно, что вот, мол, они же говорили на весь мир, что чеченцы являются террористами, что Масхадов и другие, и все те, которые стояли за Масхадовым, воевали рядом с ним, не являются террористами. И вдруг эти как бы террористы в кавычках заявляют на весь мир, что они предлагают этот мир Кремлю. И они убили в этот момент. Это было подлостью России. Мамука, валейкум салам,
Мы Грузию любим, уважаем, мы братья. Не то, что не только, что мы соседи, но мы братья, как всегда мы говорим, нас горы не разделяют, а наоборот объединяют, соединяют. Фриман, антипутинизм. Мы все должны поднять голос против радикализма и фанатизма, сеющего безумие, ненависти, терроризма. Брат, мне эта позиция наша, когда вот нам приходится оправдываться за все, что вот, мол, мы такие. Да нет, мы хорошие, мы нормальные люди, как и другие люди. Вот. Не мы радикалы, а радикалы те, которые навязывают войны, пытаются дестабилизировать обстановку у нас на Кавказе, там в Украине или там в Беларуси или где-то в других странах и республиках. Вот эти провокаторы и есть и радикалы, и террористы. Алекс Бадер, Анзор, ты как давно контактировал с Лёмой Дудаевым, со старшим сыном Джохара Дудаева? Я такого сына Джохара не знаю. У него двое сыновей, Авлур и Деги. Я с Деги общался, виделся, и не так уж и давно у нас был контакт. А со старшим нет, я никогда не встречался. Я извиняюсь, если где-то что-то пропущу. У тебя, Ахмед Дибн Аббас, у тебя есть еще одна забавная история с Ахмедом Авдархановым. В том последнем видео в конце я, наверное, рассказал самую интересную историю. Ну, конечно, есть такие вещи, которые я не хотел бы рассказывать, конечно. Может быть, рано рассказывать. Но, иншаллах, я расскажу и покажу. Я не знаю, с каким героем его из нашей истории сравнить. Наверное, с Абреком Зелимханом. Вот, даже так. Действительно, вот, как тут сказали, безумный был Ахмад, безумный, мужественный. Аллахи. Я обязательно, иншаллах, расскажу про него еще. Укротитель амазонок. Так, валейкум салам. Вы же в 5-й гимназии учились в старших классах? Нет, нет, неправда. Валейкум салам всем. Ичкерия, Франц. Валейкум салам, брат. Но твой отец был против и называл Ахмеда Закаева предателем. А почему ты тогда поддерживаешь Закаева? Где он называл его предателем? Вот. Не надо затрагивать эти темы. Для меня предатели, которые служат России любовью, верой. Вот. И
Я не знаю, кто ты, что ты сделал больше, чем тот же Ахмед Закаев, например. Все вопросы, которые стояли в то время, были уже решены между Масхадовым и Закаевым. Понимаешь, брат? Ва алейкум салам. Алхамдулиллах, Микаэл Дику. Анзор, когда кадыровцы перестанут использовать чеченцев в своих грязных делах, почему весь народ не сможет повернуться спиной к ним? Я точно знаю, что большинство, 95%, даже так скажу, они против этих, как их называют, кадыровцы, вот, на самом деле эти халуи, вот, что они против них, и просто многим хочется свободно жить, зная их методы. Вот почему. Вот почему. И ждут правильного времени, как мы говорим, как мы, чеченцы, это говорим, ждут то время, когда оно наступит, и эти люди выскажутся. А это время наступит, иншаллах. Путин тоже не вечен. Бухари, ва алейкум салам. Анзор, как думаешь, победа Байдена ускорит Путина отставку? Ну, я уверен, я знаю, что Путин боится Байдена. Вот. И то, что Байдена избрали, это не на руку России, не на руку Путину. Вот. Многое что изменится, иншаллах. Алекс Бадер. Если бы народы Кавказа согласились бы создать после распада СССР комитет народов Кавказа, то сегодня бы Кавказ был бы Швейцарией с многонациональной регулярной армией. Ну да, я согласен. Вот. Если бы такое произошло бы, если бы мы так смогли бы настолько объединиться, или в то время, или даже сегодня, никогда не поздно, мы бы жили бы свободно, без всяких конфликтов. На Кавказе мы умеем решать конфликты, которые существуют между собой. Но когда нас провоцируют, вот тогда нам бывает сложно. Потому что те провокаторы, те спецслужбы российские, я так прямо скажу, они знают, как работать, как провоцировать эти конфликты. И то, что вот в последний раз сейчас Россия вмешалась в войну в Азербайджане, в Армении, то есть в этот конфликт, в эту войну, это тоже какого-то рода провокация, я считаю. Вообще нельзя было допускать Россию в эту войну в Карабахе. The Black Wolf Ахмада Абдархан называли безумным из-за того, что он был чересчур храбрым и смелым. Это же так, Анзор? Да, действительно, так оно и есть, из-за его смелости, храбрости, мужества. Поэтому его и в самом селе сначала называли, потом уже среди наших воинов вот так это разошлось. Вот. Так. Сейчас. ААВ ВУК.
Вот про тебя я и говорил, тролль ты инкубаторский. Ты до конца своих жизни, дней своей жизни останешься тем, который есть ты сегодня. Ты вот, и тебе подобные. Везде вот сумшишо. Я не знаю, откуда вы такие беретесь, тролли инкубаторские. Вот что я тебе хотел сказать. Далее. Шам Судин, так, Умар Ханбиев вроде попал в плен вместе с госпиталем, так, в 2000 году. Да, действительно, это так, он был в плену, Умар мне сам рассказывал про это. Витя Фомин, ассаламу алейкум, салам, сними фильм про Беслан, про точку зрения Аслана Масхадова. Я в то время еще, в 2005 году, была такая идея сделать этот фильм, снять этот фильм, потому что видно было, что снятые фильмы в России как-то однобоко снято, там много чего не рассказано, много чего упущено и специально, потому что в России нельзя говорить правду, вот. Эта правда запрещается, и много чего можно было бы добавить в такой фильм. Я имею в виду про события в Беслане. Да, это ужасные события, больно даже вспоминать. Но также не только про Беслан, но и про другие события тоже можно было бы. Бухари, Валла, так, ты пишешь, Валлахи Закаев, Ахмадин, Алхум, Долшцал, Малацку, Европе, а вне Европы, тем более Тумсают. Так, я на чеченском скажу, я извиняюсь. Дейла, из-за Хархумшцан, Кипра, Цаддит Езервей, Цаовши, Лир, и Хархумдац, Аддит Езервей. Арнах била бюлеч. То харкайстен дадулхум штоиш. Твердо. Цену больше пайда бац. Ихум шдицах. Так. Алекс Бадр Анзор, как сказал покойный Збигнев Бзежинский, битва за Кавказ еще не закончилась. Мне кажется, что она не началась даже. Мне кажется, что хотим мы этого, не хотим, еще нас много чего ждет в будущем. Нам надо строить это будущее, задумываться об этом будущем. Что же может быть, что же может произойти, и быть готовыми к разным событиям. Вот. И вот единство на Кавказе, единство наших народов, кавказских народов, спасет нас от многих бед, от многих провокаций. Ну, Бзежинский, да, тоже правильные вещи говорил. Зелем Дишни, кому из ныне действующих ичкерийских общественно-политических деятелей ты симпатизируешь?
каким ты видишь путь выхода из общественно-политического тупика, брат? Я никого вообще не хочу отодвигать. Вот. И ничего негативного тоже говорить не хочу в адрес каких-то организаций или отдельных личностей. Выход только в одном. Понять, наконец, что нам выгодно и что нам не выгодно. И выход в единстве, когда мы, наконец, сможем перестать друг друга обвинять и задумываться о последствиях, вот, о нашем народе. Вот такой выход. Только такой. Рамзан Дудаев. Дни России сочтены. Сегодня нужно думать о том, как нам жить после смерти России. Как говорили наши лидеры, вот, президент, который у них есть сегодня, Путин, он эту Россию добивает. Наверное, Россия даже жила лучше, чем при Ельцине, чем сейчас. А сегодняшний он ее добивает и у себя внутри, и в отношениях с другими государствами. Вот, посмотрим даже вот их отношения. Да, чуть ли не все страны повернулись спиной к России, скажем так. Ну, не считается с Россией, вот что я хочу сказать. Раньше как-то, но считались. А сейчас Россия на каком-то там внизу, не знаю, там 9-10 месте, наверное. После Германии, там после Франции даже. Так, образно говорю. Мухаммад, так, Technology Innovation, так. В Берлине опять конфликт чеченцев с арабами. Даже не конфликт, а провокация. Валлахи, нам очень надо быть осторожными вот в таких вот провокациях, когда кто-то кого-то призывает. Нельзя идти на призывы какие-то, это провокации. Я вот одно видео видел, там молодой чеченец призывает, вот там надо их отделать, надо вот это сделать, отомстить. Нет, не надо, не надо. Мы находимся в чужом государстве, и любое наше действие пойдет на минус нам. Вот даже посмотрите, то, что сейчас в Германии произошло, забирают, останавливают не других, а именно чеченцев. То есть эта провокация направлена против чеченцев. И то, что произошло во Франции и сейчас происходит в Германии, там в Австрии, это все против нас. Все против нас. Надо быть осторожными. Вот именно вот используют вот самые такие дорогие для нас, для мусульман моменты, карикатуры, например, да, вот эти провокации. Вот. Идет стравливание. Надо быть очень осторожным.
Сейчас. Так, Анзор, что скажешь о Жалауде Сараляпове? Ну, я скажу, что у него были хорошие отношения. Я бы хотел бы встретиться с ним, поговорить с ним. Вот. И надеюсь, иншаллах, в скором будущем я смогу это сделать. Сейчас у нас такая обстановка, что везде границы закрыты, коронавирус. Но мне очень хотелось бы поговорить с ним о некоторых моментах и как бы закрыть некоторые вопросы. Ва алейкум салам. Русик, что скажешь про Тумсу, да? Я уже сказал. Если кто-то здесь ждет, чтобы я как-то негативно о ком-то отзывался, нет, я этого делать не буду. Рамазанов Сулейман, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, брат. В какой стране ты сейчас проживаешь и как живешь? Нормально? Все хватает? Ну, ва алейкум салам, во-первых. Я проживаю, временно живу в Норвегии. Живу, как и другие чеченцы, мои братья и сестры. Ни выше, ни ниже, то есть на одном уровне. Альхамдулилlah, есть крыша, есть все. Живем, скажем так, нормально. Альхамдулилlah. Тамик Шихалиев. Что скажешь про Карабах, брат? Карабах – это земля азербайджанцев. И если бы Армения отдала бы эти земли, не было бы столько жертв. Вот. Ну, конечно, мы сторонники мира, мы хотим мира на Кавказе, чтобы все вопросы как бы мирно решались. Но, понимаешь, брат, сегодня везде, во всех конфликтах, которые существуют и на Кавказе, и вокруг России, там замешана Россия. Отсюда и кровь, отсюда вот эти провокации, вот, заигрывания. И сейчас там они привели миротворцев, но не знаю, Аллах лучше знает. Но надо быть осторожными с Россией. Как говорили хорошие люди, договора, подписанные с Россией, не стоят и бумаги, на которые были подписаны эти договора. Так что надо осторожничать, тем более с путинской Россией. Иншаллах, брат, все будет хорошо. Дай Аллах вам терпения и восстановить справедливость на вашей земле. Искренне желаю этого, Тамик. Это я тебе говорю.
Ахмед, так, ММА – это пропаганда для молодежи. Да мне тоже так кажется, потому что вся молодежь наша зациклена в ММА, вот бои без правил. Да, уже какое-то отвращение на самом деле. Ну, это не так, это даже не спорт, я так думаю. Мордобойство, то, что даже в исламе запрещено. Если бы наши молодые люди, молодежь зацикливалась бы и училась бы на вот, учении, да, или старались бы куда-то устроиться на такие работы, там по карьере шли, это было бы лучше для них и тем более для нашего народа тоже. Нам нужны специалисты, а не бойцы ММА. Вот. Нам нужны умные люди. Действительно, ну, правильно сказал. Ва алейкум ассалам. Так, я, наверное, скоро уже минут через 10 буду завершать. Ва алейкум салам. Аслан, так. Ва алейкум салам. Я жду, не дождусь твоего возвращения на родину и всех братьев из Ичкерии. Мне 36 лет, я видел всю войну, я видел предательство, и я вижу эту мерзкую власть нашей Ичкерии. Иншаллах, брат. Мы живем этим, мы думаем об этом, каждый день думаем, что мы, иншаллах, в один прекрасный день все вернемся, возвратимся на свою родную землю. И очень переживаем за то, что там происходит, если там происходят какие-то там случаи. Вот, мы очень переживаем, следим за этим. Иншаллах, шадик даниславду, иншаллах. Руслан Кабанов, Анзор, как вы относитесь к европейским ценностям? Ну, это их ценности, у нас свои ценности. И мы живем, где бы мы ни находились, в Европе или в какой-то другой стране, ну, например, в арабских странах, или в Турции, или в азиатских странах, да, мы должны уважать законы тех стран, в которых мы проживаем. А их ценности, ну, это их ценности. Где бы я ни жил, где бы мы ни жили, мы в наших домах были наши ценности, наши родные ценности. Ровер, нам нужны умные люди, а морду бить мы всегда умели. Ну да, без этого ММА мы умели это делать. Ну, постоять за себя. Имеется в виду. Так. Ва алейкум салам ва рахматуллах. Саша, Сашина. Ой, значок, да, про значок, да, я подарил бы. Вот. С удовольствием снял бы вот и отправил бы. Мне где-то, когда я куда-то ездил, мне их 2 штуки, кажется, дали. В Турции, кажется. Так, если можно, про Грузию пару слов. Так, я еще раз повторюсь, через минут, ну ладно, еще там 10 остановлю эфир. Насчет Грузии, если можно, про Грузию пару слов. Я Грузию вот лет 10 тому назад я туда ездил, мне очень там понравилось. Я когда ездил туда, и ну, для меня как бы разницы не было, как сказать. Ну, я чувствовал себя как у себя дома, вот, как на своей родной земле.
И всегда вот считал, что нам надо быть всегда вместе, тем более сегодняшнее время, поддерживать связь. И вот такой вопрос, что вот где-то чеченцы участвовали в войне против Грузии. Не надо поднимать эти темы. Да, был такой факт, произошло это, и мы не рады этому. Ну, я хочу, чтобы вот такие вопросы не поднимались. Мы не то что соседи, мы братья, как я говорил, нас горы не разделяют, нас они соединяют. Вот. И нам все равно придется жить вместе, поэтому нам надо быть больше, ближе друг к другу. Забыть все, что происходило, и строить хорошие братские отношения и в будущем. Зариф Сулейманов, я извинился, я, может, где-то как-то пропущу, а то такой поток идет. Ну, если сможешь, повтори. Вот. Да, грузины очень добрые. Милана Алиева. Салам, как относимся к Дагестан? Вы, ну я не понял, ну, скорее всего, как относимся к Дагестану, так же, как и к другим народам. Вот. Мы соседи, мы братья-мусульмане. Вот. Хорошо относимся. Помни о смерти, бойся Всевышнего. Ну да, я уже сказал про Грузию, ответил. Я люблю Грузию, я люблю другие народы. Вот только что сказал про Дагестан и все остальные наших соседей. Вот. Вежли, я вот, братья, не хочу вот эти некоторые провокационные вопросы как бы затрагивать, отвечать на них. Я про последнее. Про участие, там, что там, про осетинский ОМОН. Ну, когда к нам заходили, не было таких осетинских ОМОНов или там других каких-то бурятских ОМОНов, например, говорю. К нам вошли из России, вошли российские войска. То есть враг был российский солдат. Будь он чеченец, много чеченцев, которые помогали той же самой России убивать своих же чеченцев. Не было же таких вот чеченских полков в то время. Это сейчас какие-то там кадыровцы там появились. Поэтому вот говорить там осетинский полк, другой полк, это неправильно. Это был российский полк, российские войска. Денис Чехмачев. Так, здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, будет ли на вашем канале, YouTube-канале еще выкладываться видеоматериалы 94-2000 годов? Да, будут. Да, будут. Материала очень много, поэтому со временем. Так, ладно, я сейчас отключаюсь. Мне очень хотелось с вами сегодня вот так поговорить, пообщаться. Я люблю с вами общаться. Мне очень приятно с вами общаться. Иншаллах, скоро встретимся. Опять вопросы идут. Анзор, а у вас есть видеоматериалы с Кадыровыми? Да, есть у меня. Есть. Мегарду, спасибо
Еще раз повторюсь, было очень приятно. Иншаллах, скоро встретимся. Просто мне сегодня захотелось пообщаться с вами. Спасибо вам и всего хорошего, мира. До свидания. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Маршаль.